Это ваша третья Олимпиада, ваши впечатления в целом? Ну, третья Олимпиада. После стольких травм, наконец-то я на третьей смог побороться именно без травм, без вот этих каких-то независимых от меня факторов. И вот в прошлом году я вернулся после операции на спине, и год решил вот последний рывок побороться на азиатских играх, на чемпионате Азии и отобраться на Олимпиаду, чтобы вновь попытаться осуществить свою детскую мечту, к которой я шел 27 лет, и завоевать заветную олимпийскую золотую медаль. Ну вот на азиатских играх медаль взял, на Азии взял медаль, лицензию завоевал достаточно уверенно. Но в шаге буквально, можно сказать, остановился от медали олимпийской. Ну, я это принимаю как просто у Бога свои планы. Я от себя сделал все, что от меня зависит, отдал все, что было. Практически вот до 38 лет я жил этим делом, каждый день тренировался. Но сказать, что карьера была не очень, это Бога грешить, Бога сердить, потому что есть определенные результаты. И 3 олимпийских игр, 3 олимпийской деревни, куда сложно очень попасть, но мне удалось, это был подарок свыше, и завершить именно на олимпийском ковре, и еще и символично, что это было в Париже, где современные олимпийские игры начались. И я завершил именно, как говорят, Бог любит Троицу, на третьем, за 3-е место и в Париже, где вот Пьер де Кубертен начал Олимпийские игры. И вот есть опустошение, что такая огромная, длинная глава жизни закончилась. Но и есть облегчение, что я вот прошел этот путь не зря. Я занимался тем, что мне нравится, искренне любил это, люблю это. И сейчас я, например, надеюсь, что многие спортсмены, даже кто после травмы и так далее, поверят, что можно вернуться, можно стать в лидеры достаточно быстро при дисциплине, при постоянстве, при системе и желании. Что будет в следующей главе вашей жизни? Что-то интересное, надеюсь. Мы рождаемся в этот свет в борьбе, мы рождаемся в этот свет, появляемся на этот свет через трудности уже при родах. Поэтому, мне кажется, надо новые и новые цели себе ставить, новые и новые дискомфорты себе, в рамки дискомфорта себя помещать, чтобы развиваться, чтобы постоянно идти к какому-то прогрессу. Поэтому я надеюсь, что в этой жизни, кроме спорта, еще будут какие-то достижения, надеюсь, о которых меня также репортеры будут спрашивать. Также будете связаны с Кыргызстаном? Этого не могу сказать пока, потому что жизнь такая штука, что завтра не знаю, что будет. Но Кыргызстан в моем сердце. Я почти полжизни провел за Кыргызстан. За Кыргызстан именно я стал тем, кем являюсь в мире борьбы, профессиональным атлетом. Все результаты мои за Кыргызстан. Здесь у меня близкие друзья. Этот город мне родной. Здесь атмосфера хорошая. У нас команда самая мощная, самая классная. Тренера наилучшие, на мой взгляд. И вот этого будет не хватать, конечно. Но, тем не менее, Кыргызстан уже является частью моей жизни. И он все равно никуда не уйдет. Так или иначе, я все равно буду связан. И думаю, моя судьба еще не раз будет приводить меня сюда. А если не секрет, в целом, вот кто принял решение о том, чтобы взять олимпийское гражданство Кыргызстана? Это было в 2008 году, когда я выиграл ряд турниров, и один из них был вот турнир Кажампула. И тут символично то, что главный тренер тогда Анарбек Усинканов мне предложил, нам с тренером предложил идею, что почему бы не попробовать за Кыргызстан, если выиграю чемпионат. Плюс к этому в 30-е годы земляк из Якутии
был одним из руководителей Республики Кыргызстан. Он стоял у истоков автономии, так же, как и в Якутии, один из отцов-основателей автономии Якутии. И мой личный тренер здесь 5 лет отучился от ИДО в физкультурном университете, поэтому как будто меня было суждено связать свою жизнь с Кыргызстаном. Какая олимпиада для вас была самой сложной? Последняя. Там, где ты понимаешь, что это последний раз, и все на этом все закрывается, заканчивается. Эмоционально оно такое. И вот стоя на ковре, последний раз ты оглядываешься на 27 лет назад, начиная с ребенка себя, вот с детства вспоминаешь через все, что прошел. Ну, это такое. Это надо ощутить.